Богатейшее наследие Республики Абхазия потрясает многих представителей археологических экспедиций, особенно древние памятники. Благоприятный климат на протяжении веков способствует сохранности древних сооружений, но в последнее время наблюдается увеличение роста незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания. Всему виной так называемые черные археологи. Именно их деятельность ведет к безвозвратной потере исторических источников. Этим вопросом надо более предметно нам всем позаниматься, но прежде чем начать это, нужно, на мой взгляд, общую концепцию проработать, нам правовую среду, чтобы у нас не было потом нигде ошибок, которые мы потом не сможем исправить. Вот именно поэтому мы сегодня собрались. Охотники за историческими ценностями приезжают в Абхазию с дорогим оборудованием, которое позволяет в слоях земли находить изделия из серебра и золота. Так называемые черные копатели осведомлены о местах, где можно найти исторические ценности. Знают, где копать. И причем они огораживают себя вот строительной лентой и пишут, здесь идут минерные, да, или как их называют, работы. И никого туда не пускают. Причем их охраняют. Причем охраняют не сочинские и зарубежные, а наши их охраняют. А там работают. Обратите внимание еще раз на район Цабала. Это уникальное место, на территории которого и вокруг которого располагаются памятники с древнейшего времени до 19 века. И вот в 2024 году в очередной раз мы с ребятами из охраны памятников, своими силами, насколько это возможно, поехали туда и обнаружили в районе полигона, где наш располагается, военный полигон, огромное количество раскопов. Вот если кто-то там был, они знают, это гектарами огромные поля. И все эти поля, вот насколько глаза хватает, они все изрыты. В селе Чмарда в Гагарском районе черные археологи за последние 12 лет раскопали около 300 могил. В 2013 году на одном из заграничных аукционов появился уникальный серебряный ритон VI века, который был оценен в 300 тысяч евро. Это праздничный винный кубок, сделанный в виде головы быка. Незаконная деятельность коснулась памятников цибельдинской культуры. И таких случаев немало. Предметы историко-культурного наследия исчезают бесследно. Ценности абхазского наследия то и дело всплывают на различных аукционах, а музеи ссылаются на то, что они приобретены у частных лиц, имена которых не называются. Так, на просторах интернета появилась информация о продаже сасанидской серебряной чаши, найденной на территории Абхазии. В общем, проблема масштабная и требует серьезного правового регулирования и ужесточения мер наказания за незаконные раскопки, отметили участники совещания. Месяц тому назад поступил анонимный звонок и говорят, вот мы в Куланрахах нашли золотые предметы. Вы нам даете 4 миллиона? Да. Либо мы продадим. Я говорю, как вы продадите? А мы найдем способ. Я связалась с директором музея, говорю, Аркадий Иванович, он говорит, Динара Гудимовна, где мы с вами найдем 4 миллиона? Как они вывозят? Они находят каналы, как их вывозить. В 2016-2017 годах в отдел дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазия поступили 2 материала доследственных проверок, касающихся фактов незаконных археологических раскопок на объектах, включенных в государственный список историко-культурного наследия Республики Абхазия. Это в 2016 году в районе села Чмарда Гагарского района и в 2017 году на территории крепостного комплекса в селе Цабал Гулебского района. В обоих случаях оперативными службами были задержаны лица, изъяты артефакты и оборудование. Однако привлечь к уголовной ответственности мы их не смогли в связи с отсутствием данного законодательства. Они были в итоге отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и освобождены. Иных материалов, подтверждающих или опровергающих изложенные факты, распоряжение органов дознания не поступало. В Уголовном кодексе Российской Федерации с 5, то есть ужесточение, то есть с 5 до 6 лет лишения свободы, с 500 тысяч до 7 миллионов рублей штраф. Это в том же законе в этом написано. Вот.
Это тот момент, когда, дорогие коллеги, много вопросов о синхронизации с законами Абхазии, с российскими. Это тот случай, который поддерживает полностью синхронизацию. Надо на самом деле правовую основу создавать. Безнаказанность порождает абсолютно вседозволенность. Каждый из участников совещания предложил различные пути выхода из сложившейся ситуации в области сохранения историко-культурного наследия. Правовые акты, инициатива должна быть от людей, которые заняты этой тематикой. И тогда можно будет уже понимать, что мы проработали вопрос все вместе, основу дали специалисты. Мы не можем сейчас, откровенно говоря, давайте объективно говорить, там, в настоящее смотреть. Мы не можем сейчас взять и написать методические указания, там какие-то рекомендации, инструкцию о порядке применения, там, значит, проведения работ. Мы можем что-то пропустить, не так, разве, коллеги? Вот если без вас мы это сделаем. Так же? Нет, мы не говорим всю минуту, но надо идти. Этим надо вместе заниматься, но начало должно приходить. Сейчас я не перекладываю ни на кого ответственность, я просто говорю по теме прикладной. Вот столько здесь предложений было сказано, в том числе и как раз-таки по финансовому обеспечению этой деятельности. Это тоже очень важно. Вести ответственность ровно как поиск изъятия, перевозки, избыток археологических коллекций. В таком случае, как вот интернет кишит, кстати говоря, Динара Гудиевна, да, мы говорили, и в Министерство культуры звонят, предлагают купить, и они не стесняются, и за это ответственности, к сожалению, нет. То их можно будет легко привлечь в таком случае к ответственности. Мы внимательно изучили соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 20, в главу 25 Уголовного кодекса в виде новой статьи 241 прим, которая будет предусматривать уголовную ответственность за данный вид правонарушений. Мы обсудили этот вопрос коллегиально, в первую очередь с нашими коллегами из Следственного управления, потому что основным правоприменителем уголовного закона являются следственные органы. Ну и в дальнейшем, конечно, уже суд. Мы внимательно изучили. У нас нет претензий к этому законопроекту, нет никаких дополнений, так как и мотивировочная часть, и санкционное наказание, которое предусматривает, диспозиция самой статьи, которая разделяет наказание в виде 3 частей, все является с юридической точки зрения абсолютно правильным. По итогам встречи решено аппарату Кабмина согласовать в течение 3 рабочих дней с МВД и Академией наук Абхазии проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики для дальнейшего представления президенту страны. В связи с отсутствием условий, а точнее помещений для хранения археологических предметов и правовой базы, регламентирующей изучение найденных археологических предметов, начальнику Госуправления историко-культурного наследия совместно с археологической комиссией Академии наук Абхазии внести предложение по вопросам сохранения ценных исторических объектов. Далее представить проект закона, предусматривающий ответственность в сфере охраны историко-культурного наследия. Гугу Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.